Добрый вечер, дорогие друзья. 26 апреля, ровно 30 лет назад, тогда в 1986-м, это была суббота, в четвертом реакторе Чернобыльской АЭС произошел взрыв. В то время как многие зарубежные средства массовой информации анализировали масштабы катастрофы, говорили об угрозе жизни людей, демонстрировали карту воздушных потоков в Центральной и Восточной Европе, советские СМИ рассказывали о том, как великая страна готовится к Первомаю. С 25 по 28 марта этого года Левада-центр проводил социологический опрос, согласно результатам которого до сих пор 40% россиян считают, что замалчивание советским руководством самого факта аварии, неинформирование о существующей опасности представляли тогда самую большую проблему. Времена изменились, и объем информации по сравнению с 1986 годом вырос в 40 раз. Но как долго она живет? От чего зависит ее восприятие? Мой собеседник, профессор Академии медиаиндустрии Евгений Яковлевич Дугин, беседу с которым я хочу предложить вашему вниманию, считает, например, что информация умирает, как только ее перестают обсуждать. Такого объема информации еще не было. Я и тут считаю информацию, которая болтается в интернете, от блогеров, в инстаграмах и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому переход к качеству новому, он неизбежен. Будет отсеиваться то, что не содержит ничего для ума и сердца, а останется все-таки не то, что сочинит, как сейчас американцы делают, уже информацию сочиняет робот. Но робот не будет иметь отношения к событиям, он не будет болеть за судьбу людей, он не будет никогда чувствовать так, как чувствует человек. Поэтому эта информация не нужна будет никому. Согласно исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения, ВЦИОМ, за прошлый год основным источником новостей о событиях в стране для россиян остается телевидение – 62% в 2015 году. Новостные и аналитические ресурсы в интернете, а также официальные сайты в качестве главных источников свежей информации выделили для себя пока 16% респондентов. Как должна быть ориентирована журналистика во времени и в пространстве, чтобы возрастало ее качество? Журналистика, во-первых, отражает то, что происходит. Во-вторых, конечно, она создает новые смыслы. А новые смыслы нельзя создавать, оглядываясь все время назад. И это все равно, что вы управляете автомобилем, но смотрите не на дорогу, а смотрите в зеркало заднего вида. Тех форм, в которых, там, скажем, я работал в свое время, как ваш покорный слуга, вообще советская журналистика, зарубежная журналистика уже не может быть, потому что изменилась ситуация. Журналистика стала работать в условиях мультимедийности, я имею в виду телевизионная журналистика. И поэтому, как никогда раньше, она должна оглядываться не только на соседей, а в первую очередь учитывать мнение аудитории. Потому что если она это не делает, то тогда она не конкурентоспособна. Именно региональные средства массовой информации являются максимально ориентированными на свою аудиторию. Местному телевидению доверяют 66% россиян, по данным того же исследования ВЦИОМ за прошлый год. Но должны ли региональные телеканалы, учитывающие мультимедийное настоящее, производить разный контент для эфирного и интернет-вещания? Это хороший вопрос. Он стоит буквально перед каждой компанией, перед каждым журналистом. Вы знаете, что журналистика и вообще средства массовой информации, они будут как многоукладны, как когда-то писали о народном хозяйстве. Будет, скажем, в отличие от автора, героя «Москва слезам не верит», который говорил, что вот все будет телевидение, театр умрет, кино умрет, а все займет телевидение. Как мы с вами знаем, все сосуществует. И дальше будет сосуществовать. Произойдет взаимоприспособление. Вообще общее направление, общее течение журналистики и информационно-коммуникативных каналов, оно такое, что будет общая тенденция. Они не будут называться средства массовой информации или средства массовой коммуникации.
они уже сейчас не могут так называться, потому что ни о какой массовости речи не идет. Аудитория перестала быть массовой. Благодаря тому, что вот есть, скажем, смартфон, да, я могу на нем смотреть кино, я могу смотреть интернет, могу читать газеты, все что угодно. Но я это делаю индивидуально. Я это делаю один, да, в одиночку. То есть восприятие информации становится индивидуализированным. Поэтому я как журналист, как работающий на телевидении, условно говоря, да, я пишу с тем расчетом, вот, какое восприятие у человека. Я обращаюсь непосредственно, индивидуально к тому человеку, вот, аудитории которого моя воображаемая аудитория. «Истинны лишь те идеи, которые внутренне пережиты», писал Роман Ролан. Что первично для тележурналиста? Воображаемая аудитория, о которой говорил профессор? Или для автора основной критерий, понравилось ли написанное ему самому? Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Он не так прост, как покажется. Дело в том, что если в тексте не будет автора, то это неубедительно. Если в тексте нет обращения к собеседнику, то есть в диалоге, он тоже будет неубедителен. Поэтому, видимо, какая-то нужна мера. Ну, как в искусстве, все решают детали. Потому что искусство журналистики, это, я не ошибся, это не ремесло даже, это искусство. Потому что это искусство взаимодействия и общения людей друг с другом. Поэтому знание аудитории сейчас становится одним из важнейших факторов успешности работы журналиста. Еще почему? Потому что если раньше была такая коммуникативная модель, ну, будем ее называть даже диалоговая, она была такая прямолинейная, да, то сейчас, как мы, ученые, говорим, там субъектно-объектной, да, то сейчас она субъектно-субъектная. Вы, как мой читатель или же зритель, и я, как ваш автор, мы на равных, мы партнеры по осмыслению жизни. Как правило, журналисты делятся на тех, для кого интервью – это противостояние с собеседником, который не желает раскрываться, а из него требуется буквально вытащить информацию. И тех, для кого интервью – это диалог, последовательное движение к серьезной, размышленческой и поведенческой модели вбрасывания мыслей и идей в общество. Поэтому мнение моего собеседника стало для меня несколько неожиданным. Вы знаете, интервью – это не противостояние и не диалог. Это совместная работа, потому что если вы превращаете это в противостояние, то вы не получаете удовольствия от работы. А работа должна приносить удовольствие не только собеседчикам, но и зрителю. И зритель должен получать удовольствие от того, как работает мысль, как масштаб мысли меняется, как гибкость мысли происходит. Вот я так рассматриваю взаимодействие людей. Это сотворчество. Но если вы выражаете четко свою мысль, если вы умеете четко донести ту мысль, которую вы хотите донести, не путано, там, не рвано, вот, то есть вы владеете пером, вы владеете камерой, владеете искусством общения, то, конечно, профессиональные качества все равно они победят, да? И многочисленные блогеры, они так или иначе будут проигрывать, потому что там непроверенная информация, она, да, а редакция имеет такую возможность. Есть отдел даже, который проверяет информацию. И то, что идет в эфир или идет на газетные страницы, это достоверная информация. Кстати, в очередной раз хочу поделиться с вами достоверной информацией. Сегодня, 26 апреля, Государственным собранием Илтумен Республики Саха-Якутия была принята законодательная инициатива по внесению в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации проекта федерального закона о внесении изменений в статью 32.1 Закона Российской Федерации о средствах массовой информации и статью 46 Федерального закона о связи.
по инициативе народного депутата парламента республики, генерального директора НВК «Саха» Ивана Андросова, и это правда, сделан очередной необходимый шаг к сохранению местного телевидения. Созданы предпосылки к тому, что мы, зрители регионов, не потеряем возможность смотреть свои местные каналы. Вот если федеральные каналы, они усредненные в основном, и контент усредненный по понятным причинам, то местные компании или региональные компании, я их больше люблю, они добавляют столько красок в телевизионное поле страны, что ни один федеральный канал не может это вместить. Более того, когда идет информация или там репортаж по федеральному каналу, мы знаем, мы с вами работали и на центральном телевидении в свое время, там столько гейткиперов, столько причесок меняется, что ты смотришь на свой материал, думаешь, он же выхолощенный, по сути дела. А местная компания, тут и аромат языка, аромат культуры. И мне очень жалко, что сейчас рассматривается возможность при переходе на цифровое вещание, что национальные студии тоже загнать в кабель. Я так и вижу, что в Якутии, где вечная мерзлота, где огромная территория, берут лопаты и копают канавы для кабеля. Это будет золотой кабель. Но и все равно, пока эти каналы прокопают и пока их сделают, то все равно толка не будет. Оставить миллион населения почти, да, без национального вещания, без национальной культуры, без национального языка, это значит оставить без будущего целую огромную республику. Еще Петр Вяземский 150 лет назад утверждал, что у нас от мысли до мысли 5000 верст. Посмотрим, как инициатива Государственного собрания Ил-Тумен будет рассматриваться Федеральным собранием Российской Федерации. С вами была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.